Ребята, всем привет! Вот, наконец, наступила весна, и настало время лужи, грязи, охоты, езды на природу, пикники, отдых. И поэтому, чтобы ездить в такую грязь, для внедорожника и не только, нужны хорошие колеса, грязевые. Так как у меня грязевых колес нету, я решил сегодня сделать цепи, так называемые браслеты на колеса. Как вы знаете, у меня колеса на 18, резина всесезонная стоит, шиповка, та, которая я зимой ездил. И я решил этими колесами ездить и летом. Прошлым летом я ездил на АТшках, а АТшки, как вы знаете, они вообще ни о чем. По грязи, как по грунтовке, они... Так что я решил поездить вот на этой резине. У него размер 285 на 60, 18 колеса. И я решил сделать браслеты. Из чего мы будем делать эти браслеты? В прошлом году я прикупил вот такие цепи. Цепь 6 миллиметров, толщина 6 миллиметров. Где-то 6 метров я купил, и оно мне должно хватить на 8 браслетов. Браслеты будем делать вот по такому типу. То есть у нас есть 2 листа, 2 брусочка. Ставим вот так, и между ними двойная цепь. И все это дело мы будем крепить вот такой строп-лентой. Прикупил вот такую строп-ленту, толщина где-то 5 сантиметров. Толщины хватает, чтобы удержать вот такую цепь. Но металл у меня тоненький. Разрезал от листа металла 2 миллиметра. Я не знаю, может, нужны были потолще, но все, что нашлось, у меня вот такая железка. Я все это подготовил. У меня тут 16 штук. Дальше у меня есть вот такой брусочек железный. И сейчас мы будем распиливать все, варить, шить. Так что погнали. Итак, у нас должно получиться вот такая конструкция. Здесь получается у нас цепи. Здесь зашито. Одеваем вот этот тросик, стропу. Вот так. И зажимаем вот этой скобой, гайками с двух сторон. И получается вот такая конструкция. Давайте посмотрим, как подробнее вот такое сделать.
Итак, ребята, вот такой у нас результат. Сделал 8 цепей. Сейчас еду я на охоту, и следующее видео будет испытание цепей на колеса. Вот эта конструкция, есть, конечно, недочеты. В смысле, тут сварка слабая, например. Сделал ошибку. Вот тут сварил полукольцо. А надо было сделать полное кольцо, чтобы сварной шов был побольше. Надеюсь, это не сорвет. Если сорвет один из ушей от цепи, цепь у нас будет крутиться как нунчаки. Так что сделаем испытание, посмотрим, насколько она выдержит, насколько годная такая тема, насколько они хороши в грязи. Ну и теперь у меня есть цепи противоскольжения как на льду, как и по грязи. Обязательно подпишитесь, ставьте лайки и не пропустите следующее видео по испытанию.